Чего там? Вроде неплохо. Шеф, какая задача? Оу, Рипли, летите колонизировать очередную планету чужих? Как вам борщ из тюбиков? Мне больше нравится искусственный человек. Кстати, о роботах. Я тут набросал список полезных рекомендаций. Вы не говорили об андроиде на борту. Почему? 2017 год, Рипли. Андроид у каждого в кармане. 6-й версии. Я в шоке. Старая модель? 20-ку за него выложил, между прочим. Так вот, первый пункт – игнорировать таинственные сигналы с неизвестных планет. Не принимать на борт корабля зараженных. С роботами быть осторожнее. Я никогда не причиню вред человеку, потому что запрограммирован его защищать. Да, мы же предыдущих частей не смотрели. Будешь знать, как чужие телефоны стримать. Что еще? Держаться подальше темных мест и, само собой, не разделяться. Иначе всех ждет. Что? Неприятности? Точно, Рипли. Неприятности, если этим словом можно описать массовую смерть всего экипажа. Почитайте. Держись от меня подальше, ты понял? Каждый раз одно и то же. Ребята, я до конечной не еду. Это «Атмосфера кино» и я, ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. Сегодня в программе мы расскажем, оправдается ли чаяние экипажа колониального корабля «Завет», нашедших неизведанный рай на планете родине чужих. Пробежимся по основным этапам развития вселенной ксеноморфов и поведаем о других премьерах этой недели, имеющих определенный пиратский колорит. Такой чужой и в то же время родной. За 30 лет своего существования франшиза про идеального монстра успела послужить трамплином в мир большого кино для многих именитых кинодеятелей. Над ней успели поработать и Джеймс Кэмерон, создатель таких хитов как «Титаник» и «Аватар», и Дэвид Финчер, режиссер «Бойцовского клуба» и «Социальной сети». Что и говорить, космос – широкий простор для самореализации могучей творческой личности, а багаж идей по вселенной ксеноморфов, кажется, и вовсе неисчерпаем. Так, к «Чужим» в 2012 году вернулся отец, постановщик первого фильма Ридли Скотт. Пришел с нравоучениями о сути вещей и даже растянул свое высказывание на целых 2 фильма. Премьера минувшей недели «Чужой завет» в объективе «Атмосферы кино». Это пшеница. Надо же, наше растение в такой дали от земли. Откуда она здесь? Ксеноморф. Инопланетный монстр, дебютировавший в фильме «Чужой» 1979 года и навсегда вошедший в массовую культуру рубежа веков. История космического противостояния человека инопланетному нечту разрослась до масштаба франшизы, регулярно радовала фанатскую аудиторию продолжениями и словно вообще не сходила с экранов кинотеатра. Между тем, в своем предыдущем фильме «Прометей» создатель вселенной Ридли Скотт вообще обошелся без хвостато-зубастой твари. В новой части обещал исправиться. Соскучились? Тогда встречайте. Действия новой картины развиваются после событий предыдущей части «Прометей», но до самого первого фильма 1979 года. Что тут произошло? По сюжету экипаж космического корабля «Завет», направляющийся с колонизаторской миссией к далекой звездной системе на другой стороне галактики, неожиданно меняет курс после обнаружения новой, более привлекательной планеты. Попутно выясняется, что мир, который они изначально приняли за неизведанный рай, на деле темное и опасное место. Команда быстро определяется с направлением скорее уносить ноги с мертвой планеты. Вот только возвращение на корабль, как водится в фильмах этой вселенной, происходит не без пассажира Зайца. Завет, как меня слышите? Все сюда, скорее!
После философского «Прометея» Ридли Скотт вернулся к жанру фантастического хоррора. В картине по-прежнему прослеживается ницшеанская линия размышлений о судьбе сверхчеловека. Однако на сей раз уклон в метафизику не столь очевиден. Присутствуют все обязательные атрибуты франшизы, море трупов и даже появление чужого из человеческой плоти. Правда, в несколько переосмысленном виде. Феррис, прошу, открой! Я не могу открыть. Нельзя выпускать инфекцию. Открой, сука, дверь! Выпусти меня! В центре сильная героиня в исполнении Кэтрин Уотерсон, уже имевшая дело с фантастическими тварями в приквеле Гарри Поттера. Персонаж действительно напоминает героиню первых 4 частей Рипли, однако сама исполнительница от такого сопоставления открещивается. Разумеется, это новый мир, это новая история, выделяющаяся на фоне остальных со своим сильным сценарием. Дэниелс не Рипли, и по фильму она попала в совсем иные условия, нежели Рипли. Это очевидно. Новизну фильму придают герои Майкла Фассбендера. Противостояние двух андроидов, нового чуткого Уолтера и прежнего самовлюбленного Дэвида, главное, за что хочется хвалить завет. Посетителям киносеанса до последнего придется гадать, что в голове у этих парней. Мои дела, цари, узрите и отчайтесь. Как итог, имеем не только пафосную большую фантастику с космическими кораблями и вечными вопросами под стать культовой фигуре режиссера Ридли Скотта, но и действительно мрачный хоррор. Пожалуй, самый жестокий среди всех фильмов серии. Держись! Охренеть! Измеряя ленту нашим киномерам, приводим следующие тезисы. К. Каноничное. И. Интригующее, напористое. И. О. Обескураживающее кино. Так уж вышло, что «Прометей» 2012 года, создававшийся с целью разъяснить счастливо неведающей аудитории историю появления чужих, вызвал гораздо больше вопросов, чем дал ответов. «Чужой завет» в этом смысле уже полностью оформленное высказывание, унаследовавшее при этом важные черты оригинального фильма. На сеанс можно идти как за ответами, так и за острыми ощущениями, но не стоит забывать про возрастной ценз – от 18 и старше. Переходим к другим новостям кино. Пираты Карибского моря мертвецы не рассказывают сказки. Аллилуйя! Продолжение знаменитой пиратской франшизы стартует в российском прокате уже завтра, 25 мая. На экраны возвращается полюбившийся миллионам образ Джонни Деппа капитан Джек Воробей. По сюжету Джек давно исчерпал свою удачу, а теперь обнаруживает, что за ним объявил охоту его старый неприятель. Ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из дьявольского треугольника и намерены навсегда очистить воды Карибского моря от пиратского отродья. Другой воробей Ричард, герой мультипликационной ленты «Трио в перьях», дебютирует на экранах кинотеатров также в грядущий четверг. Правда, сам Ричард, приемыш в семье аистов, мелким пернатым себя не считает и дорого готов заплатить, чтобы доказать всем. Пусть его птичий профиль недостаточно могуч, он настоящий аист. Пытаясь догнать стаю, Ричард в одиночку отправляется в долгий перелет, попутно ввязываясь в авантюры и заводя сомнительные знакомства. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает юных зрителей проследить за всеми приключениями мультипликационного воробушка. Послужной список Ридли Скотта насчитывает 34 режиссерские работы и более сотни спродюсированных проектов. Сегодня «Отцу чужих» почти 80 лет. Однако производственных темпов постановщик не сбавляет и ежегодно являет публике новый крупнобюджетный блокбастер. Окажется ли очередной из них продолжением космического противостояния, покажет время. Отметим лишь, что пока культовый режиссер на пенсию не собирается. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино, ну а тем, кто хочет полного пожалуйте на сеанс.
следующей программе мы расскажем историю молодого Генри Тернера, плод любви линии Уилла Тернера и Элизабет Стоун из оригинальной трилогии «Пиратов Карибского моря». Молодой герой только пробует себя на поприще пиратов и преследует цель заполучить морской артефакт – трезубец Посейдона, дабы освободить своего отца от вечной службы на борту летучего голландца. Добавим в союзники легендарного Джека Воробья, противопоставим пиратскому дуэту грозного капитана Салазара и посмотрим, что из этого выйдет.